Развитие алмазогранильной и ювелирной промышленности России в новых геополитических и экономических условиях обсуждали сегодня участники международной конференции в Якутске. Это представители ведущих мировых компаний в алмазогранильной и ювелирной сфере, финансовых и бизнес-структур, а также представители федеральной и региональной властей. С подробностями наш корреспондент Туяра Филиппова. Лучшие друзья девушек уже не бриллианты, свидетельствует статистика. Объем розничной продажи ювелирных изделий за прошлый год составил 182 миллиарда рублей, когда как те же показатели от продажи современных технических гаджетов превысили 217 миллиардов. И такое положение все-таки, как нам видится, по мнению экспертов, для отрасли является, если не сказать критическим, то заслуживающим пристального внимания. И составляет одну из проблем, которая, наверное, требует какого-то решения. Одним из эффективных мер стимулирования спроса на ювелирную продукцию может стать создание в Якутске территории опережающего развития. Для участников проекта «Бриллиантовая долина» будут введены налоговые льготы, сокращены административные барьеры, что, несомненно, должно сказаться на объемах производства и ценовой политике компаний. А в Якутске появится таможенный пост, отделы Гохран России и пробирной палаты. Очень важно, чтобы это все было на одной территории, чтобы, как говорится, не выходя из одного здания, наши резиденты могли в течение значительно короткого времени, одного дня, получить все необходимые разрешительные документы для того, чтобы их продукция покинула территорию опережающего развития уже в качестве готового товара. К проекту «Бриллиантовая долина» сегодня уже присматриваются инвесторы. Заинтересованность есть, у нас есть письмо, подтверждающее, что люди заинтересованы этим проектом и готовы вкладывать деньги. В свете экономических санкций Запада в отношении России проект приобретает еще большую значимость. И то, что сегодня зарубежные участники конференции были из восточных стран – Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов – совсем не случайно. Развивая опять же, ювелирно-гранильную отрасль здесь у нас в республике, мы что делаем? Мы фактически повышаем внутренний спрос. Мы повышаем внутренний спрос на те сырые алмазы, которые производит акционерная компания, перерабатываем их, готовим конечный продукт и продаем с высокой добавленной стоимостью этот продукт на экспорт. Поэтому это еще один аргумент на то, чтобы мы занимались развитием собственной ювелирно-гранильной промышленности. Добавим, что территория опережающего развития начнет создаваться уже с 2015 года, если соответствующий законопроект будет принят Госдумой. Так что если бриллианты в скором времени будут доступны рядовым покупателям, то, скорее всего, не только в виде ювелирных изделий, но и в качестве украшений для тех же гаджетов. Туяра Филиппова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.